И последнее, с наступлением лета вблизи населенных пунктов все чаще замечают медведей. В связи с этим в Якутии уже несколько лет подряд сотрудники Института естественных наук отлавливают хищников. В Мирном подобная практика существует уже 3 года, рассказывает Анна Винокурова. Гуманный способ отлова медведей впервые применили на Аляске. В Якутии же такая практика существует сравнительно недавно, всего 6-й год. Каждое лето сотрудники Института естественных наук отлавливают до 10 диких животных на территории республики. Это обычно бывает в конебазах, оленестадах. Они задирают оленей, этих телят, жеребят и тугутов. Это обычная практика, получается. Это естественно, что они при выходе с берлоги, они пока еще зелени нет, пока еще этих растений, и они стараются питаться. И самым легкодоступным для них питанием являются эти детеныши домашних животных. На прошлой неделе в окрестностях Мирного в специально изготовленную ловушку попался довольно крупный медведь. Специалисты определили возраст косолапого – 3-4 года. Этой весной он, видимо, расстался с матерью и в поисках пищи приблизился к населенному пункту. Как молодые особы, они интересуются, все любопытно, поэтому они попадаются очень часто в глазах людей и оказываются вблизи населенных пунктов из-за соблазна запаха пищи, свалки, еще чего-нибудь такого. При таком способе отлова медведь находится в клетке и не представляет опасности для людей. Животному надевают специальный ошейник и отвозят как можно дальше от населенного пункта. С помощью электронного устройства работники Института естественных наук могут отслеживать перемещение животного прямо из Якутска. Мы уже 3-й год занимаемся на этой территории. Уже в прошлом году одного, позапрошлом году 3, и в этом году еще одного по сигналу поймали. И сейчас отвезем подальше от города и отпустим. Если дикие животные замечены вблизи населенных пунктов, об этом необходимо сообщить в администрацию муниципального образования. А если медведь оказался на близком расстоянии, работники Института естественных наук советуют не паниковать и не делать резких движений. Самым действенным способом от них защита от них – это огонь или факел какой-нибудь. И самый вернее по нашей практике фальшфейер, который продается в охотничьих магазинах, это фальшфейер. А стрелять в них, кидаться, еще что-нибудь вообще нельзя, потому что при проявлении на них агрессии они отвечают агрессией. Следует помнить, что, находясь в лесу, мы вторгаемся в среду обитания диких животных, а потому лишь бдительность и осторожность помогут избежать опасных ситуаций. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».